Тогда едем. Да. Так в чем отличие мастер-плана от генплана? Бытие формирует сознание. 100%. Вот давайте сейчас просто заедем в микрорайон Звездный. Будут ходить, по сути дела, как метро на Садовой линии московского метрополитена. Мы обязательно введем систему в течение часа бесплатная пересадка. Со временем это станет одной из центральных улиц города. Все делается благодаря решениям Путина. Раньше был генеральный план, генплан, да? Да. То есть все носились вот с этим генпланом. Он и есть сейчас тоже. Так в чем отличие мастер-плана от генплана? Генеральный план – это документ территориального развития, который разграничивает на территории города градостроительную политику. Ну, то есть очевидно, что вот на этом земельном участке, например, где сейчас, кстати, строится парк будущих поколений, Да. нельзя построить многоквартирное жилье, потому что это не соответствует генеральному плану. То есть в генеральном плане поставлена зона административной и публичной деятельности. Поэтому у нас строится генеральный план про это. Это про развитие территории, про зонирование территорий. А мастер-план – это стратегия, положенная на карту. Мастер-план – это совокупность, портфель проектов, подразумевающих экономическое развитие. Ну, то есть мы сегодня имеем, если упростить сказать, мастер-план – это главный план того, что будет построено в городе Якутске, с определением места, где это будет построено, и для чего это будет сделано. Ну, то есть под что и кто эксплуатировать будет. И даже самое главное, какие эффекты. Ага. Сколько рабочих мест, сколько пропускная способность и как это отразится на экономике города с точки зрения валового городского продукта. Мы за последние 5 лет, работая в городе Якутске, сделали рекордное количество дорог, которое не делалось никогда еще. 164 километра дорог отремонтировано, отреконструировано, построено. Это 134 объекта. Поэтому в целом, надо сказать, дороги приходят в должное состояние. Если посмотреть немножко дальше по времени, то в 2018 году, до начала национального проекта, уровень дорог был 33% в нормативе, сегодня это уже 71%. И вот сила национального проекта, инициированного президентом, как раз таки в этом. Благодаря новым системам водоотведения, стал более сухим. Да. Согласитесь, раньше как Да, было, да? И конечно. вообще вот по водоотведению, как у нас? Ливневки вообще, я понимаю, что они есть, да? Но в каком они состоянии? Для понимания, в городе Якутске чуть меньше 600 километров дорог, в том числе грунтовые, Боярково, суммарно около 600 километров. Из них у нас на данный момент обладают лотками ливневой канализации или системой отвода воды где-то около 50 километров. Всего? Всего. Поэтому, конечно, этого не хватает. И, по сути дела, можно сказать, что система ливневой канализации на территории города существует только на 7-8% территории. И это требует немедленного решения. Так сложилось, что у нас город так вырос. Почти 400 лет он жил без единой системы ливневки. Благодаря решениям, которые удалось защитить и включить в мастер-план, и который был поддержан президентом страны, у нас появится ливневая канализация. Это 198 километров лотков, насосов, которые будут перекачивать между собой по разнице высот. И все это дело будет стоить порядка 10 миллиардов рублей федерального финансирования. Очень символично, да, что проспект Николаева, он уткнется практически в начало подъездных путей Ленского моста. Да, точно. Вот эту связку давайте раскроем с точки зрения градоначальника. Да, здесь надо сказать, что мы планомерно идем с улицы Дзержинского ремонтом. Да. В этом году мы делаем улицу Аюнского, в прошлом году сделали Пояркова. И постепенно мы придем и на проспект Михаила Ефимовича Николаева. В том числе мостовой переход будем сейчас приводить, верхнее покрытие в должное состояние. Все это должно быть сделано к моменту окончания строительства эпоса, филармонии. Значит, здесь с точки зрения развития вот этого объекта, это будет ключевой точкой в новом центре города Якутска. Мы же в этом году ведем параллельно работы по благоустройству озера Сайсара. У нас появится ходить вокруг озера. Сегодня, к сожалению, вокруг пройтись нельзя. Приходится вот здесь подниматься на мост и идти за Триумфом. То есть перед Триумфом, за Триумфом вы не пройдете. Поэтому у нас параллельно здесь благоустраивается озеро. Все дворы, которые вокруг, мы уже благоустроили в предыдущие годы.
Здесь у нас будет строительство объекта завершено к 2026 году. Вот эти дома все двухэтажные попадают в рамках поручения президента под расселение. Ну и, соответственно, вот 68-й квартал с началом проспекта Михаила Ефимовича Николаева это будет новым креативным образовательным центром города Якутска. То есть и здесь и кампус, и вот кинопавильон новый. Ну вот мы заехали на проспект Михаила Ефимовича Да. Николаева. Радиополе, которое стоит вот с этой точки, начиная, будет построен межвузовский кампус. Здесь будет построено 111 тысяч квадратных метров помещений, зданий, в которых будет находиться в том числе мединститут с виварием. Рядом за зданием музея «История моя Россия» будет построен кинопавильон полного цикла. И уже ближе к горканалу там будет построена новая площадь. Соответственно, здесь вот эта вот локация станет одной из самых ключевых и центральных локаций. Ну, посмотрите, буквально, какое строительство здесь идет. Ну Здесь, да, все заставляется. Да, Вот так здесь вот. буквально через 6-7 лет, к 2030 году, мы будем иметь совершенно новый облик города. Смотрите, я впервые вижу школу, которая названа, ну, такое же название носит, что и микрорайон, да? 39-я школа. Ну, гордость, наверное, города. Школа действительно, Крупнейшая. да, на данный момент это самая крупная школа на территории республики, 990 мест. Но мы сейчас с вами доедем до школы, которая строится в районе ДСК, тоже на 990 мест. Она по площади больше примерно на 3000 квадратных метров за счет того, что нормативы поменялись. И больше пространства требуется и в коридорах, и в местах, где, значит, происходит публичная общественная активности. Поэтому школа стала больше. И строится она ударными темпами. Сегодня она идет также. Будет самая крупная школа в республике. Не, ну я согласен, тут же вот частный сектор в Шанхайке, да? Да. Социализация, вернее, социальные объекты, они, смотрите, третья поликлиника, которая на Демине расположена, Да. она обслуживает В том числе Табагу. в том числе Табагу, да? Школа тоже будет обслуживать, в том числе. Нет, эта школа же связана с тем, что здесь у нас рядом стоит только 19-я школа и 6-я школа. Да. Они все переполнены. Очень активно идет застройка Звездного квартала. В Звездном, кстати, будет построена тоже школа на 990. То есть там непосредственно? Да. Мгм. Ну вот здесь у нас, посмотрите, все Сергелявское поле. Да. Все застроено. Вся птицефабрика застроена. Все ДСК застроено. Поэтому эта школа абсолютно не будет здесь, ну, как бы, Не то, что... невозможно недооценить ее необходимость здесь. Короче, Поэтому, она нужна. конечно, как только она здесь откроется, у нас разгрузится школа в центре города. Разгрузится. Потому что, ну, смысл будет возить ребенка туда, когда здесь будет самая лучшая школа по материально-техническому снабжению в республике. Не имеет смысла. Нацпроекты тоже. да? Нацпроект, конечно, все Мгм. делается благодаря решениям Путина. Мгм. Ну и, соответственно, мы видим, что в южном направлении отсюда пойдет колоссальное развитие города. Вот эти стыдные двухэтажки, которые от Дежнева начинаются, Да. они тоже под расселение. все, Обязательно, да. 68-й квартал полностью попадает под расселение. да? Мгм. Там у нас запланировано строительство общественных пространств, и их всех не будет к 30 году. Начиная с Прометея и до ДСК сплошь, ну, некая такая промзона, да, идет. Ну, она не она- то, что пром, а торгово такая инфраструктурная. А это объяснимо. Вы знаете, здесь же не было возможности подключиться к центральной канализации и воде. Здесь была основная сложность в этом. Поэтому здесь, ну, исторически сложилось, что была промзона. Мгм. Сегодня в генеральном плане вся эта зона уже поменена на жилую застройку. И для любого Опа. владельца земли сегодня в промке, ну, земля подорожала в разы, понимаете? Поэтому сегодня идет как раз таки вот бывшая база Якутстрой, видите, там вон, видны уже каркас монолитный. Ага. Идет застройка активно уже жилья. Здесь в перспективе 5-10 лет вот эти все старые здания точно будут снесены и будут построены жилые девелоперские проекты, потому что, ну, здесь есть все возможности, котельные, канализация, водоснабжение, ну, и, соответственно, проспект Михаила Ефимовича Николаева. Поэтому здесь дело времени. Чуть-чуть не успели, да? Ну, то есть было бы все-таки и родственникам первого нашего президента приятно, что
не промзона названа в честь первого. Нет, она же по времени раскрывается. Все равно здесь вот... Но это одна из ключевых артерий. Представляете, если бы здесь все полностью было застроено, как насколько тяжело было бы менять тогда. Вот даже сейчас это вызывает много вопросов, вызывало. Поэтому нет, все нормально, все своевременно. И как раз таки в связи с тем, что было принято решение назвать именем Михаила Ефимовича Николаева, особое внимание будет к этому проспекту. И по его оформлению архитектурному, все это вот со временем это станет одной из центральных улиц города. Что по общественному транспорту вот в данном южном направлении? В целом нужно сказать, что мы же в 22-23 годах у нас была проведена и завершена масштабная научная работа. В течение года, лето, осень, зима, весна были замеры пассажиропотока. Причем смотрели и по-разному. По биллингу телефонов тоже смотрели. Где какие новые центры притяжения, какие районы возникли. Это все делалось исходя из того, что у нас город поменялся за последние 20 лет феноменально. В 2 раза больше стал. Поэтому мы разработали новую модель того, как должен работать общественный транспорт. На территории города должны появиться магистральные большие маршруты, которые будут ходить, по сути дела, как метро на Садовой линии московского метрополитена. Это должны быть большие автобусы, которые будут эксплуатироваться городским предприятием ЕПАК. Должны быть районные и подвозящие маршруты, которые должны эксплуатироваться частниками. И тогда эта система будет работать как часы, потому что большие магистральные автобусы будут работать до 11. Просто у нас сегодня срабатывает что у населения? Мы все хотим всегда ехать на одном автобусе. И поэтому у нас как раз таки маршруты сформированы таким образом, что они едут очень долго. Буквой Z едут, когда могли бы ехать прямо. Вот мы когда будем переходить на эту систему, мы обязательно введем систему, которая будет работать по проезду в течение часа бесплатная пересадка. Допустим, смотрите, вот большой автобус. Это не магистральный автобус «Отмёрка». Новые сотые видели? Да. С 3 дверьми. Вот это вот будут магистральные автобусы, которые будут работать по кругу, по городу и связывать юг с севером. Вот. И таких маршрутов у нас должно быть несколько. И тогда мы будем видеть, что как раз таки связанность территорий будет расти. Для того, чтобы это все заработало, одно из самых необходимых условий — это вынос автовокзала из центра города. У нас сегодня ежедневно на территорию автовокзала заезжают все пригородные автобусы по несколько раз в день. И самое интересное, когда мы по хронометражу посмотрели, у нас себестоимость проезда с момента заезда с поста ГАИ до автовокзала выходит почти в 2 раза дороже, чем он едет до поста ГАИ. И это означает, что и по времени он в 2 раза дольше здесь находится. Поэтому мы могли бы сделать для жителей пригорода систему транспорта общественного удобнее. Чаще этот же автобус бы ходил бы, если бы он не заезжал в центр. Здесь же строится филиал 3-й поликлиники. Тоже решение такое правильное, которое заставит здравоохранение сад, работать. 315 мест. Школа, Что там еще? Там у нас будут 2 детских сада, школа 990, у нас будет поликлиника, строится каток со спортивным залом, многофункциональным. В принципе, по обеспечению объектами социальной инфраструктуры это будет один из лучших районов города. У нас, как только вот эта улица Ивана Кульбертинова была сделана, посмотрите, как здесь сразу связано с территорией выросло. Теперь не кажется, что ДСК или птицефабрика это где-то там далеко. Я с дома до центра доезжаю за 10-15 минут. Бытие формирует сознание. 100%. Вот давайте сейчас просто заедем в микрорайон Звездный и потом представьте, как было там в том же 17-м квартале. Кстати, вот эти многоквартирные дома у нас стоят на септиках. Они сейчас будут переподключаться. В этом году мы начинаем эту работу на центральную канализацию. Но это результат тех мероприятий, которые Чернышевского коснулись, да? Конечно. Если бы не они, то это было бы невозможно. В этом году мы начинаем работу по строительству улично-дорожной сети к микрорайону Звездный. Вон каркас катка. Да, вот наш объект. И веселенькие такие дома с яркими балконными. Здесь мы как только будет построена улично-дорожная сеть вся, то совсем другая история будет, совсем по-другому заиграет.
Ну, в какое сравнение может быть? Современный почти парижский ландшафт, да? Посмотрите, пожалуйста, на вообще в принципе на окружение кругом. И условия как Да, поменялись. сюда же переезжают люди, которые жили в неблагоустроенном жилом фонде, в аварийных двухэтажках. Поэтому здесь надо также учесть, что сюда переезжают люди, которые по программе переселения захотели из Улусов получить квартиры здесь в городе. Это здесь ни в одном Улусе такого подхода еще не было сделано. Еще раз повторим, скольких людей коснулось вот это вот решение? Сегодня здесь построено 7 корпусов. Угу. Это сколько? Здесь по квартирам, ну, порядка, по-моему, где-то по переселению попали в данный квартал со всей республики корпусов 6, наверное, из 7 полностью. Это люди, которые по программе переселения. Так или иначе, либо дети-сироты, ну, то есть по социальным программам. Вот. Поэтому можно сказать, что полностью квартал построенный, по сути дела, для этих целей. Дальше строится 10 корпусов, вторая очередь, там, сектор С. Он практически тоже полностью туда. Вон он виднеется, видите? Он виднеется, уже 10 корпусов там построено. Вон там, да? Вон виднеется, да. Вот это вот вводится в апреле месяце. Сегодня здесь основная проблема заключается в том, что у нас на данный момент, кроме жилья, нету готовой школы, детского сада и уличной дорожной сети. Вот здесь вот? Вот здесь вот, да. Но все это дело уже определено с финансированием, стоит в планах работы. Вот в этом году сектор А будет иметь полностью новое дорожное покрытие. Причем эта дорога решит проблемы для жителей Ильинки, которые сегодня, по сути дела, не имеют этого дорожного покрытия. Благодаря строительству микрорайона Звездный решится проблема с транспортом, в том числе для жителей Стерха, микрорайона Стерх. У них будет построена новая дорога Ивана Крафа, асфальтовая. Будет сделано автобусное сообщение, и, соответственно, детишкам будет проще ходить в школы. Поликлиника же будет работать тоже по территориальному признаку. Все вот жители Старопокровского тракта. Момент защиты мастер-плана, вам удалось непосредственно поговорить. Вот как вы думаете, почему у такого большого лица, у которого под контролем находится огромное количество субъектов, да, такое внимание именно к Якутии? Во-первых, Якутия самый большой субъект в составе нашей страны. Во-вторых, сегодня наши ребята, кто находится на специальной военной операции, 4 были удостоены звания героев. Да? Встречались с президентом, показывают себя очень отважно все наши бойцы, которые находятся там. В-третьих, сегодня у нас вектор на развитие Дальнего Востока президентом заложен в целом. Страна повернулась на восток. Вот этот разворот на восток, я думаю, все уже так или иначе слышали. И вот проявление этого разворота для нас, для города Якутска, как раз таки заключается в реализации мастер-плана, который будет сделан по поручению президента. Не иначе. Это вот видение нашего президента о том, что Дальний Восток должен быть сильный, должен быть развитый. И, по сути дела, его инициатива, если бы не личное видение нашего президента, то, я думаю, вряд ли было бы такое большое внимание для всего Дальнего Востока и Якутска в частности. Да, сегодня мы уже начинаем реализовывать его. И вот эти вот проекты, в том числе школа 990 мест, все озеро Сайсары, которое я вам показал, это все уже проекты, которые отражены в мастер-плане. Поэтому сегодня можно сказать, что мы уже с 2023 года начали реализовывать. Вот, буквально на днях провел совещание Юрий Петрович Трутнев по сверке планов на 2024 год. Обеспеченности финансирования тех проектов, которые у нас в мастер-плане отражены на 2024 год. То есть на таком высоком уровне идет уже работа по контролю исполнения поручений президента, оформленных в мастер-план города Якутска. Все, возвращаемся на исходную точку. Спасибо. Поэтому спасибо. Я думаю, что надо чаще, скажем так, кататься так, да. У нас же не только южное направление, вот тот же Саталбас кататься, там тоже. Летом прокатимся. Я согласен.